Сайт китайской пропагандистской сети Танритак сообщил, что вице-президент Уйгурского автономного района Юсуфкан Мамед приехал в Синьцзянский педагогический университет, один из крупнейших университетов Урумчи, чтобы прочитать лекцию о патриотизме. Согласно новостям, Юсуфкан Мамед призвал студентов внести свой вклад в строительство экономического пояса Шелкового пути, внимательно изучив материалы 20-го Конгресса, поблагодарить за великий период и помнить уроки Конгресса. В этот же день Эльзат Ахмедкан, заведующий отделом единой службы комитета партии Уйгурской автономной области, прочитала специальную лекцию для студентов Синьцзянского педагогического технологического колледжа. После того, как лидеры G7, собравшиеся в Хиросиме, выступили с заключительным заявлением о ситуации с правами человека в Тибете и Восточном Туркестане, уйгурские НПО заявили, что они разочарованы. В итоговом заявлении саммита лидеров G7 говорится: «Мы продолжим выражать нашу обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Китае, в том числе в Тибете и Синьцзяне, где принудительный труд вызывает у нас серьезную озабоченность». В ответ на это уйгурское движение заявило: «Хотя признание этого вопроса обнадеживает, это заявление не соответствует нашим ожиданиям решительных действий, которые необходимы для решения проблемы продолжающегося геноцида уйгуров». Саммит Китай-Центральная Азия, рассматриваемый как попытка Китая придать новый импульс инициативе «Один пояс, один путь» Центральной Азии, заложил прочную основу для того, чтобы загнать регион в калечащую долговую ловушку. Президент Китая пообещал 26 миллиардов юаней, 3,7 миллиарда долларов новых кредитов и грантов богатыми ресурсами странам Центральной Азии на развитие инфраструктуры. По данным Reuters, к 2022 году инвестиции между Китаем и 5 странами Центральной Азии достигли рекордного уровня – более 70 миллиардов долларов. Агентство Reuters сообщило, что китайские кредиты в рамках АПОП составляют 1/5 часть их ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Китай продолжает оставаться рядом с Москвой, расширяя свое экономическое сотрудничество и стратегическую координацию, в то время, когда западные страны призывают их использовать свое влияние на Россию, чтобы положить конец войне в Украине. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом 23 и 24 мая. Мишустин стал самым высокопоставленным чиновником, посетившим Китай с начала войны в Украине. В первый день своего визита Мишустин провел переговоры в Шанхае, а во второй день встретился со своим коллегой Ли Чан и председателем КНР Си Цзиньпином в столице Пекине. Официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер осудил подписание Беларусью соглашения с Россией о тактическом ядерном оружии. Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Гренин вчера подписали документы о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. На конференции, посвященной столетию основания Международной полицейской организации, Интерпол подвергся критике за то, что позволил Китаю и России злоупотреблять ордерами на арест, разыскиваемым по красному уведомлению. Причиной произвольного ареста уйгурского юноши Идриса Хасана в Марокко в 2021 году стали безосновательные требования Китая. Идрис Хасан был задержан марокканскими властями на основании ордера на арест, выданного Интерполом по запросу Китая.